Крым вновь готовится к отключению света. В городах стали создавать штабы для реагирования на возможную чрезвычайную ситуацию. Власти Крыма объясняют это данными об остродефицитном балансе мощности в объединенной энергетической системе Украины. Подробности в сюжете. Представители российской администрации в Крыму поспешили заявить, возможное отключение электроэнергии не нарушит работу больниц, школ и других социально значимых объектов полуострова. Вторит им российский министр, мол, 1500 мобильных генераторов готовы к работе. Что касается электросетевого комплекса, то здесь в целом я удовлетворен работой, которая проведена и идет в соответствии с графиками. В соответствии с планом, графиком утвержденным, реализуется строительство сетей, подстанций. И здесь наши подрядчики работают, и заказчики, на мой взгляд, удовлетворительно. И в соответствующие сроки, установленные федеральной целевой программой, эти объекты будут введены в эксплуатацию. Ни в магазинах, ни в гипермаркетах ажиотажа нет. Крымчане не спешат за бензиновыми генераторами, фонарями и свечами. Как рассказывают представители торговых сетей, массово генераторы жители полуострова скупали перед Новым годом. На данный момент ажиотажа по электростанциям у нас нет. Продажи осуществляются в обычном поточном режиме. Для сравнения, в конце прошлого года эти полки были пустыми, потому что товара не было, разобрали весь. То есть не успевали даже подвозить, поскольку у людей была, мягко говоря, паника. Информация о возможном отключении света не напугала и опрошенных нами людей. Они, словно дети природы, готовы жить по солнцу и отказаться от благ цивилизации. Буду свечи покупать, наверное, как и все. Дело в том, что сейчас темнеет в 11 часов, а я в 9 ложусь спать. Пока надеюсь на длинный световой день. Ой, не знаю. Холодильник насколько не буду открывать. В холодильнике сколько там забито все, на день, я думаю, хватит заморозки, чтоб не разморозилось. Дальше? А дальше не знаю, будем выбрасывать. Тамила Алимова, Эмин Усманов, Заман, АТР.